Я не могу удержаться от удовольствия показать вам карту России, поскольку вы говорите о будущем после Путина в предположении поражения России, не так ли? В социальных сетях есть эта карта, которая немного прогулялась, и это была бы Россия после поражения, которая была бы расчленена. Тогда вы видите в самом правом верхнем углу эта часть Камчатки и так далее. Это была бы часть, которая была бы американской, понимаете, и поэтому это не так. Если бы не Россия, она была бы большей частью китайской, частью норвежской, частью финской, часть была бы передана России, была бы передана Польше. Другая часть была бы передана странам Балтии, Эстонии и так далее. Это интересно. Так что сначала мы серьезно посмотрели на эту карту. К тому же я считаю, что за этим стоят украинцы, отдел пропаганды. Во всяком случае, это другое. Но она знает. Да. А что это такое? Это украинцы? Не, это есть другая, которая была вирусной, которая широко распространялась. Где мы видим ведущего китайского государственного канала CCTV с картой России, похожей на это там вырезано, и с названиями стран на самом деле. Казахстан, я не знаю, какой другой и так далее на нем. И на самом деле некоторые считали, что это означает, что вот даже китайское государство рассматривает возможность расчленения России. А затем аналитики, которые изучили это, очевидно обнаружили, что это фейк, который был внедрен в сеть Telegram, доступную десяткам тысяч людей, украинская сеть. А потом это стало вирусным, но некоторые воспользовались этим, чтобы сказать: посмотрите на это оскорбление, которое Пекин наносит Москве, но это была фальшивка. С другой стороны, что скрывается за этими картами, так это то, что это возможность распада Российской Федерации, это перспектива. Так что я не знаю, так ли это. Она вероятна. Вероятно, мы ничего об этом не знаем. Она явно рассматривается украинской властью. Михайло Подоляк, главный советник Зеленского, говорит об этом очень открыто, очень прямо. Некоторые утверждают, что на самом деле, когда вы смотрите, например, на афганскую войну 1979 года, проигранную Советским Союзом, вы видите, что происходит сразу после этого. Это русско-украинская война, которая длится не с 2022, а с 2014 года, которая таким образом идет уже 10-й год и которая рискует постигнуть Россию той же участью. Какие последствия для Федерации? Нет, но подождите. В любом случае существует необычайный парадокс, заключающийся в том, что мы находимся в состоянии войны, которая, кстати, странным образом напоминает войну начала 20 века, которая является территориальной войной, если на то пошло, даже войной 19 века. И результатом стало бы таким образом расчленение, если я правильно понял, того, чем сегодня является Россия. Колониальная империя. Да, нужно быть немного серьезным. Она теряет свои былые преимущества, но я не уверен, что в одночасье союзники, так их следует называть, поделят добычу. Этого не может быть. Вы должны хорошо разбираться в своей жизни. Это взрыв? На самом деле, Изнутри взрыв. прошлым летом 2022 года произошли два крупных события. Был Конгресс свободных народов. Это представители нескольких республик, которые входят в состав Российской Федерации, и хулиганы из Дагестана, Чечни и всех остальных. В этой федерации все-таки 400 наций. С этим трудно справиться. А потом еще был съезд русских депутатов, которые вышли каждый в свой период, которые вышли из России, из российского парламента, потому что они не соглашались с управлением страной. Путин. Так что было около 40 депутатов, которые говорили, что мы избранные. Они представляли более или менее 6 миллионов жителей. Они сказали, что только мы несем ответственность, и только мы можем взять на себя ответственность за захват власти после войны. В этой карточке были 3 условия, которые были аналогичны Конгрессу свободных народов и тому Конгрессу депутатов, который представлял российскую оппозицию. Он был представителем Урзазаифа. Так что было несколько условий. Они даже приняли новую конституцию после войны. Первое условие — это демилитаризация, второе — денуклеаризация, и третье условие — предоставить всем этим народам право голоса. Они согласились остаться в составе конфедерации или они хотят выйти?
И согласно опросам, которые они провели, большинство этих людей хотят выйти. Откуда взялась эта приблизительная карта? Что она будет представлять? Будут ли люди голосовать? Федерация взрывается. Федерация. Мы нашли поддельную карту. Поддельную карту. Она великолепна. За исключением того, что она только начинается. Попроще. Мы говорим об этом уже 10 минут. Вот уже 10 минут мы говорим об этом. Посмотрите, это чушь собачья. Я знаю, но за исключением того, что она все же достаточно показательна в одном. Подождите, вот вы видите, так что все это Россия, так что это совсем немного, нам трудно это увидеть. В светло-голубом это был бы Казахстан, который он бы взял. В светло-голубом это Казахстан. В темно-синем с правой стороны это были бы Соединенные Штаты, которые бы его взяли. Соединенные Штаты в самом правом верхнем углу. Китай взял бы все, что есть. Китай в красном. Украина вам даже не объясняет, она подходит к своим историческим границам в желтом. Монголия посередине принимает темно-синий цвет, синий между жестким синим, вот и все. И все, что связано с причудливым фиолетовым, это Норвегия. А рядом с ней Финляндия. Есть 5 стран, которые разваливаются на части. Это. Все это, мадам, господа, полная чушь. Но это что-то значит. Но что интересно, так это менталитет. Это все еще менталитет 19 века, 20 века, и мы разделяемся и делим страну. Это точно такой же менталитет, как при Путине с Украиной. Это точно такой же менталитет, как в Китае со странами вокруг. Это абсолютно антидемократический взгляд на мир. Очевидно, что риск состоит не в том, что завтра остальной мир отберет Россию, что на самом деле было бы последним. Что нужно сделать? Но есть беспокойство, которое, кстати, реально. После этого некоторые думают, что это очень здорово. Но это взрыв России. Почему? Потому что Россия, с другой стороны, это страна, которая фактически построила себя как империю, поглощая, колонизируя народы, но которые не были народами, кроме моря, которые являются народами, которые являются периферийными. В тот день, когда, по сути, центральное государство рискнет уйти, дело не в том, что случайности будут тыкать в таджика придурки. Дело в том, что каждая из кавказских стран будет требовать независимости, точно так же, как Балканы. А риск — это то, что называлось балканизацией, то есть на самом деле требование народов, право народов на самоопределение. Взрыв, Чечня уйдет, Дагестан объявит о своей независимости и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем вопрос, иди садись. Кто бы мог садиться, если бы был? Дело вовсе не в их привязанности к европейские страны, Соединенные Штаты или Китай. Проблема в том, что, делая это, реальный вопрос, который возникнет у всех стран вокруг на данный момент, заключается в том, как мы справимся с взрывом этого природа там. Мы так и не смогли справиться со взрывом Австрийской империи. Мы очень-очень плохо справились со взрывом Османской империи, а взрыв Российской империи — это настоящая стратегическая головная боль для всех стран, которые находятся вокруг. И особенно для держав. Потому что, кроме того, не забывайте, что у нас будет Россия, у которой все равно есть 6 тысяч ядерных боеголовок и 10 миллиардов малых боеголовок, из которых будут захвачены. Это все-таки кошмар, который не из простых. И это не из простых. Вот почему между ними и некоторыми странами, которым Россия всегда угрожала, ведутся настоящие неочевидные стратегические дебаты. Если вы поговорите со многими поляками, украинцами, прибалтийскими государствами, они подумают, что, грубо говоря, они этого не делают. У них никогда не будет безопасности, пока на их стороне будет имперская Россия с ее амбициями. И, следовательно, взрыв Российской Федерации был бы отличной вещью для стран, которые находятся немного дальше, включая Великобританию, Соединенные Штаты, Францию и так далее. Они, как бы то ни было, мы уходим в кошмар, с которым никто не знает, как с этим справиться. Миттеран в 1999 году, когда рухнула стена, у него было то, что нужно понять. Он в основном говорит, что это не движется. Он хорошо приземлился. Это интересно понять. Это было здорово, СССР был стабилен. Так и было сказано. Он не двигался. Это правда. Здесь есть два варианта. У вас есть право народов на самоопределение, которое мы очень хорошо понимаем. Мы принесли свободу полякам, венграм, румынам. Очень хорошо. Но в то же время мы потеряли там стабильность международного порядка. Так что на самом деле вопрос в том, что мы предпочитаем, то есть стабильность в порядке с ДЕСом. Это своего рода проблема. Нужно ли было увольнять Каддафи? Нужно ли было пытаться? Это знаменитая фраза де Голля «порядок». Попытаться свергнуть Асада и так далее, что лучше. Местные тираны, которые держат свой народ, или же право на самоопределение и хаос. И часто это альтернатива распаду великих империй. И, следовательно, это метастазы на 50 лет, если это произойдет. Но минимум. Тогда я вообще в это не верю, это позволяет мне. Вы не видите распада России. Я не верю, это так. Во-первых, я думаю, что даже если Владимир Путин не проиграет и так далее,
народы сохранят за Россией способность сохранять сплоченность, избегать сильных центробежных сил ее империи и не приведут ее к распаду. На последнем этапе, который привел бы к такому взрыву империи в прах, это был бы большой взрыв. В любом случае, это воля украинцев. Но на самом деле мы очень далеки от этого. Но это то, что обсуждалось в частности по китайскому телевидению. Это очень интересно, чтобы лучше понять Россию. Об этом не говорили по китайскому телевидению. Кто заставил поверить, что и это транслируется украинцами? Простите меня сокращенно. Но я все равно хотела поговорить о Китае. Китай, который сейчас здесь, это не выдумка. Это не предположение, это утверждает The Wall Street Journal Си Цзиньпин. Как ожидается, посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета. Позже Си Цзиньпин встретится там с Владимиром Зеленским в режиме видеоконференции. Что происходит? Рено, Си Цзиньпин, кто или Китай, который пытается принять более активное участие в посредничестве в этом конфликте. Да, тот, кто сейчас называет себя гражданином Соединенных Штатов. Но я бы сказал, что это еще не все. Я имею в виду, что этот визит, если он будет подтвержден, будет впечатляющим, потому что Путин, наконец, совершит свой китайский визит номер 1 в Россию.